Центр олимпийской подготовки города Назрань. И именно здесь ежедневно тренируется свыше 500 борцов вольного стиля. В этом виде спорта особое место в тренировках уделяется проработке моста, положение атлета, при котором ковра касаются только руки, лоб, иногда подбородок и пятки, а спина изогнута дугой. Для развития гибкости используется разучивание определенного набора акробатических упражнений: кувырки, колесо, фляг, забегание, перевороты и, конечно же, сальто. Около 600 бердохче. Сайт группы алыш. Так, тренировка шанзы мархабет, уафадат ялыч. Тренериш биржи işte муштадок алы шалом битап айрыш. Мархабетта. Но тренер шаух бирж шаух мархабыш би баригже дела. Азер бир заманда дугмар хабыш бу кадуг нисбат сагара. Бет штбох бирдох дохот потихоньку делать. Вольная борьба – очень мужественный вид спорта, и занимаются им люди разных возрастных категорий. На вечерней смене в этом зале с ребятами от 6 до 17 лет работает Джабраил Барахоев. За 3 года совместной работы и кропотливых тренировок эти совсем еще юные борцы уже успели показать неплохие результаты на соревнованиях всероссийского и международного масштаба. Я смотрел, как Абдулрашид Абдулла дерется против Калой Картоева, и захотел сюда пойти. Посмотрел, как он делает накаты, мельницы. Сказал отцу: приведи меня сюда по вольной борьбе. Он меня сюда привел, и я начал заниматься этим видом спорта. А у тебя не было такой мысли, чтобы связать свою жизнь с другим видом спорта, там, заниматься боксом или, я не знаю, дзюдо? Почему именно вольная борьба? Я хотел заниматься боксом, потом я подумал, не лучше ли вольная борьба? Боксом там кулаками дерутся, а борьба чисто. Так, борешься, баллы набираешь. Вот сколько ты уже занимаешься здесь? Успели ты поучаствовать на соревнованиях? Да, я успевал участвовать 4 раза на соревнованиях. Я занимал 2 вторых и 2 третьих занял. Вот что самое сложное в вольной борьбе, на твой взгляд? Мой взгляд, на вольной борьбе самое сложное – это делать накат. Потому что когда ты лежишь, твой соперник, как говорится, ты хочешь делать накат, и он выставляет свою руку, чтобы твой противник не делал накат, не забирал 2 балла. А как у вас вообще проходит тренировочный процесс в зале? Тренировочный процесс в зале проходит очень хорошо. Нам говорят, если хотите стать олимпийскими чемпионами, тренируйтесь. А вот какая у тебя вообще цель, Мансур, в спортивной карьере? Чего ты хочешь вообще добиться в вольной борьбе? Я хочу добиться в вольной борьбе дальше Англии. Я стану чемпионом мира по вольной борьбе. Ислам, а как ты давно занимаешься вольной борьбой? 2 года. А как ты вообще попал в этот зал? Он был построен рядом с нашим домом. И мне было интересно заниматься. А смотри, многие твои ровесники обычно выбирают такие виды спорта, как футбол, бокс или дзюдо. А вот почему ты именно вольную борьбу выбрал? Потому что тут можно делать любые приемы. Можно физически развиваться. Да. Вот ты участвовал на соревнованиях? Да. Сколько у тебя было? 7 первых. А есть такой турнир, который ты больше всего запомнил? Да, в Грозном. Почему ты именно этот турнир запомнил? Я там боролся с поломанной рукой и занял там 3-е место. Вот насколько тебе тяжело было участвовать на этом турнире? А не было у тебя такой мысли, чтобы не выступать, когда ты сломал себе руку, оставить схватку и отдать 3-е место? Не было такой мысли? Не было. А что тебе тренер сказал? Бороться и занять 1-е место. А ты радовалась, когда занял 3-е место с одной рукой? Нет. То есть даже с одной рукой ты не был доволен своим результатом, да? Да. А теперь в будущем какую ты цель ставишь перед собой? Стать чемпионом мира по вольной борьбе. А после того, как ты выиграешь чемпионат мира? Хочу дальше дойти
до других соревнований. И стать олимпийским чемпионом. С наступлением месяца Рамадан большинство спортивных залов республики берут небольшую паузу, но центр олимпийской подготовки традиционно ближе к вечеру начинает заполняться спортсменами. На сегодняшней тренировке ребятам предстоит отрабатывать различные приемы. Безусловно, борьба – это энергозатратный вид спорта, а во время схваток спортсмену необходимо задействовать практически все мышцы тела. Однако самый важный аспект в любом виде спорта – это, конечно же, мышление. Значит, вы зря прошли ногу и отдали вообще ненужные баллы. Раз прошел, сразу ход готов. Воля, хотишь ход. Теперь еще. Анс. Задание, молодец. Что платится, аху? Первый номер совы. Первый номер обязательно должен заработать 2 балла с этой позиции. Задача второго номера – защититься. Вообще капитально, если он может контратаковать и заработать баллы. Теперь еще. Первый и второй номер. Бу-бу-бу. Подали. Жабрил, как мы знаем, в некоторых залах республики наступила некая пауза, да, с наступлением месяца Рамадан, они не тренируются, но у вас мы видим, что, в принципе, зал переполнен детьми, да, вот вообще как у вас проходит тренировочный процесс в месяц Рамадан? Ну, конечно, месяц Рамадан чуть труднее работать, и приходят ребята намного меньше, чем обычно. И мы это понимаем, но все равно останавливать тренировочный процесс нельзя никак. Дети, которые настроены на профессиональную карьеру, должны беспрерывно работать на ковре. А так, в хорошую погоду выводим на стадион, делаем кросс, эстафеты делаем разные. И дети у некоторых тоже пост. И поэтому надо вот так. Труднее работать в этот месяц. Насколько перспективные дети к тебе приходят? Ну, я их отобрал. Сначала было 150 человек в группе. И потом я провел отбор. Отбор по посещаемости, по стабильности, по дисциплине ребят. Сейчас тренируется 70 ребят. И где-то 50 человек, можно сказать, если даст Аллах, то будут хорошие результаты. А так стараемся, чтобы большее количество ребят приходило в зал, чтобы не было времени там на другие вещи. И вот так выявляем таланты. Во время занятий вольной борьбой развиваются такие качества личности, как сила воли, трудолюбие, физическое здоровье, целеустремленность, уверенность в себе, дисциплина, умение преодолевать трудности, уважение к другим людям. Вольная борьба, что бить спорт мир, берешь, что развиваться дежла, дух бердуал, даже элементарно, удеп прещера, хазу берешь, заметно хуш дандешь. Омула, дега, шималу, чамади, что асакетов берешь, садел, условия благодаря, дикми ухчи. Анвем агмугу, ярях ковер улужбы. Полностью села запаять, адьякату, я шанзы, кирхалха. Так душевой же берешь, раздевалки, душевой цены. Все маланди исключительно только в школе. Бог хабима себе, Бог хабу, тренер Бог хамубу, берешь кайгыш мада, но кайгам ши توزن حاجة كم حاجة تعشوا ديك حيك تعور اشتوا تعور رزق دلجة شالا ولاسي بعليوش به دكتور خالص اشتمخولي сделала الحمد لله. Несмотря на то, что здесь тренируется большое количество детей, на каждой тренировке Джабрил Бархой старается уделять внимание каждому ученику. И только таким образом можно привить у ребенка любовь к спорту и, конечно же, мотивировать его на дальнейшие успехи.
до наступления, да, месяца Рамадан вы участвовали на нескольких турнирах. Если говорить про выступления, да, мы видим, что эти борцы только-только начинают, но несмотря на это уже завоевывают некие места. Вот на твой взгляд, как ты оцениваешь их выступления, насколько они готовы уже выступать на соревнованиях? Ну, по-разному. Некоторые показывают хороший результат за пределами республики, некоторые хорошо борются на всероссийских соревнованиях, некоторые даже, кого даже ты не повел, зная, что он будет в тройке, а чисто обкатав его, он иногда уходит чемпионом. Вот такие разные бывают ситуации, поэтому, я думаю, нужно стараться больше их вывозить, чтобы они еще больше заинтересовались, чтобы понимали, что их труд не просто так проходит. И намного им бывает интереснее, когда они выезжают за пределы республики. Многие из этих детей только начинают делать первые шаги в спорте, но самое главное, с первого дня выхода на ковер каждый из этих борцов уже поставил для себя цель. Я занимаюсь вольной борьбой 2 года. Меня провел себя здесь мой отец. Я захотел сюда ходить. Мне очень понравился вид вольной борьбы. Вот по телевизору ты смотришь схватки вольных борцов. Вот есть ли у тебя самый любимый такой спортсмен? Самый любимый спортсмен – это Садулаев, Абдурашид Садулаев. Я очень много смотрю схватки разных борцов. Смотрю, как Абдурашид Садулаев борется с Калоевым, с Кайл Снайдером и многими другими. Вот какой у тебя самый любимый такой прием в вольной борьбе? Мельница. Насколько сложно его выполнить? Долго ли ты учился? Нет, 1 неделю только. Тренер 1 раз показал, и я сделал. А ты участвовал на соревнованиях? Да. Я участвовал в соревнованиях, получил 3 первых, и 1 второе и 2 третьих мест. Вот какой турнир ты больше всех запомнил? Турнир в Троицке, где я получил 1 место. Я 4 раз победил, 3 ингуша и 1 чеченца. Вот, а теперь в будущем какую ты цель ставишь перед собой? Стать олимпийским чемпионом. Буду тренироваться и готовиться к нему. Расул, расскажи, как давно ты занимаешься вольной борьбой? В чем преимущество именно этого вида спорта над другими? Я занимаюсь год, и мне кажется, преимущество в том, что здесь можно делать хорошие броски, и не как в дзюдо только броски, а в боксе только кулаками можно. А здесь можно и делать и броски, и проходы, и так далее. Вот как у вас проходит тренировочный процесс? Сколько в неделю у вас бывает тренировок, и на что ты лично делаешь больше упор? 5 дней в неделю у нас, и я пытаюсь больше отрабатывать дыхалку и бегать больше. Потому что если я буду бороться в горах, мне понадобится дыхалка. А насколько важна дыхалка во время участия на турнирах всяких? Например, если, как в М1, если ты дерешься после 3 раундов, твой противник может туда устать. А если у тебя хорошая дыхалка, ты не устанешь и выиграешь этот бой. То есть после того, как ты здесь добьешься каких-то результатов в вольной борьбе, ты хочешь перейти уже в смешанное единоборство, да? Да, хочу в М1, потому что борьба здесь можно отрабатывать приемы, но в UFC хочу пойти, потому что там как-то лучше здесь. У тебя есть какие-нибудь приемы, которые ты больше всего тебе нравятся? Проход ноги и мельница. Можно показать? Да. Помимо разминки и отработки борцовских навыков, здесь также проходят и спарринги. В учебных схватках оттачиваются техники и развивается выносливость. Именно эти аспекты играют большую роль во время выступления на любых соревнованиях. Стойка, 2 балла. Пожал руки. Начали.
Старайтесь делать приемы. Обманывайте соперника. Стойка, 2 балла. Работа в тесном контакте с родителями, желание самих спортсменов развиваться для достижения больших высот и, конечно же, талант. После тщательного отбора в основной состав остались лучшие из лучших. Теперь перед тренером Джабрилом Бархоевым стоит одна задача – воспитать из этих юных борцов не одно поколение чемпионов. Помимо того, что, Джабрил, ты тренируешь этих спортсменов, ты также являешься, да, и вице-президентом спортивной борьбы в Республике Ингушетия. Расскажи, как продвигается работа в плане развития вольной борьбы. То есть мы знаем, что греко-римская борьба у нас очень быстро развивается. А как обстоят дела с развитием вольной борьбы? Ну, с нашим президентом Белхароем Рустамом у нас тесный контакт, так же, как и со всей федерацией. У нас своя группа, часто общаемся, слушаем нашего президента, предложения разных наших олимпийских чемпионов и прославленных спортсменов. Стараемся делать то, что может помочь быстрому развитию борьбы. А так у нас сейчас в этом году хорошие, даже можно сказать, очень хорошие результаты по младшим юношам, по старшим юношам, по молодежи. Давно у нас не было стольких ребят сборной команды России. Во Владикавказе проходит учебно-тренировочный сбор первый. Там наши ребята тренируются, начали сбор. В Кабардино-Балкарии старшие юноши проходят в это время сбор. Сейчас по молодежи должен начаться. Вот так ребята уже нормально усиливают свои позиции. И мы стараемся помочь как-то, что у нас в силах. Впереди у этих ребят множество сборов и, конечно же, участие на различных турнирах, победа на которых дает шанс сделать еще один шаг на пути к заветной цели.